Друзья, привет! Вот машина на месте. Уже прошло 3 дня, как мы вот перегнали с Тамтора Эстиму. Эй, видишь, где? Оп. Валля. Видишь, ты правильно. Ремонтдан расынады. Одногруппника. И сейчас начинается ремонт. Вот 3 дня они стояли здесь, машины. Мы только приехали с рыбалки вчера. 2 дня были на рыбалке. И сейчас, с сегодняшнего дня, начинаю ремонт авто подписчика. И сейчас покажу, что мне надо делать. Так, печка дополнительная в самом конце ряда сидений. 3-й ряд сидений под сиденьями. Она будет стоять. Шланги, провода, прокладка клапанной крышки и хомуты на шланге, тумблер. И такая, короче, что печка постоянно не на максималке стояла. Когда вот эта провода подключается на аккумулятор, ток даешь, она постоянно на максималке стоит. Очень сильно дует. Здесь вентиляторы, 4 вентилятора вот стоят, как на процессоре компа. И они очень не шумно, а так слишком быстро работает, дует, если напрямую подключить к аккумулятору. Мы это дело исправим регулятором. Вот таким. Подсоединил здесь и здесь, и, короче, ток убавляешь. Вот так. Чтобы она постоянно не дула. Так на минимум, на максимум ставишь. Ну, как-то так. Клапанная крышка. Амортизаторы буду переделывать на 5-й двери. Это вообще другие какие-то. Подойдет, не подойдет, я не знаю. И клапанная крышка, здесь у нас проблема. 2NZ-овская, короче, это контрактный двигатель. И вот посюда она масло дует. И прям на коллектор выпускной. И здесь у нас вот трещина, видите? Здесь вот прокладку видно. Можно даже вот попробовать иголкой протыкать. Здесь резиновая прокладка уже чувствуется. Трещина. Это будем как-то сухой сваркой или как-то почистить. Все снять. Не торпеда, а кожух снять. Вот эту железку снять. Ну, как-то так работа начнется. Покуда шлангу пустить, пока так не подумал. Здесь родные должны быть. Подождите-ка. Здесь родной выход должен быть. На задней печке. Короче, здесь резиновая заглушка должна стоять. Здесь есть или нет, я не знаю. И буду протягивать по салону, а не по низу. Если по низу, там надо вот здесь кондиционер, короче, вот это снимать. Пластмассовую фигню, короче, кобуру снять нужно. И оттуда вывести шланг сюда. Я буду по салону протягивать как-то аккуратно. Под поликами, что ли, или как. Пока не придумал еще. И шланг вот стоит от печки. Буду подключать последовательно. Не через тройник, а последовательно, короче, сначала подача идет. Вот подача, вот это, а вот обратка, которая под картером идет. Под выпускным коллектором. Вот подача идет первую печку. Выходит, и отсюда я сразу подключу вторую печку. Она будет идти, и обратку, короче, сюда подключу. И все. Надеюсь, родная помпа справится, не справится, пока не знаю. Но на Новахе 50-м она спокойно везла 3С. Я подключал тоже такую последовательно, короче. Сначала первая печка, потом с обратки с первой печки идет на вторую печку, на подачу. И так по кругу, короче. А не через тройник, короче, так. Если помпа не справится, подключим моторчик обычный. Помпу электрическую. Ну так, работа начнется сейчас. Так, сливаю антифриз через сливной. И у меня проблема. Вот как на родном, ну не на родном, а в северных вариантах у нас там от дополнительной печки проема нет, оказывается. Вот здесь. Так. В северном варианте здесь, вот здесь дырка стоит.
выход шланга, короче. Здесь тройничок от этого, от второй печки, и сюда идет, и вот с этой стороны тоже сюда, здесь как проем должен быть. А здесь нет, оказывается. Я думал, шланги посюда пущу. Но нет, кузов там. Дырку делать не хочу. И, наверное, вот сюда прикреплю я. Здесь отпилю на обратке. Это подача стоит. А вот обратка. Обратку короче, болгаркой пропилю здесь. И на выходе отсюда выход и на вторую печку. А со второй печкой обратку сюда, короче. Надо одеть. Как получится, я не знаю еще пока. Но посмотрим, как будет. Жалко, я хотел вот по родным этим пустить, но здесь, оказывается, нет. И значит, там возле кондиционера тоже дырки нет. Придется по салону так пустить. Ну, вот так как-то. Жалко, жалко. Родная помпа справится, наверное. Ну, посмотрим. Пока разобрал воздушный. И сейчас еще двигатель чуть-чуть шланги согреется и сниму крышку клапанную. Вот она посюда пропускала. И прямо сюда дула. Сюда дула, она, короче, под давлением пропускала и всасывала сюда. Вот воздушный фильтр весь в масле. Вот видите. Это не от этого. Не от сапуна. Вот здесь чисто. Значит, все нормально. Она отсюда всасывала воздух сразу. И вот воздушный фильтр загрязнела. Он вот эту фигню снял, который снаружи берет вот эту. Вот эту, короче, снятая была. Она здесь дула и, короче, масло всасывала в себе. Ну, как-то так. Сейчас еще дальше буду копаться. Антифриз почти вытекал. Ёлка. Ну, наверное, изнутри сделаю. Болгаркой спилю. И попробую так. Так, клапанную крышку снял. Мотор такой в хорошем состоянии, оказывается. Нагара почти нет. И прокладка. Она вообще уже дубовая. Вот видите, отломалась. Вот. Дубиня. Вот эти все тоже кольца этого туннеля свечей. Сейчас крышку помою, вот эту выкинуть. Она уже... Движок контрактный, это родная стоит. А вот это меня тоже волнует. Это дешевые купили они где-то за 400 рублей, что ли. Надо покупать дорогие и фирменные. Вот здесь, где цепь ГРМ, вот здесь она как бы соединяется, крышка ГРМ, цепи ГРМ. И с той стороны тоже. Здесь должна быть, короче, выемка большая, короче. Вот здесь. Резина как бы двойная должна быть. Тогда она хорошо держит. Если вот такая, она все равно пропускать будет. Или немного надо герметиком смазать, чтоб не вытекало. Герметиком смажу, наверное. И протягивается она до конца. Вот болты. Не как на 3S. Так, короче, динамо ключом как бы, да? Она до конца протягивается. И зажимает резину. Сейчас крышку клапанную буду мыть. И поставлю обратно. Так, трещину я заделал эпоксидкой. Такая. Поксирол. 10 минут называется. Она выдерживает где-то 120 градусов жары для металла, для алюминия, для пластика. Вот так как-то. Ну, здесь новая прокладка все равно. Прижиматься будет, она течь не будет. Та ровно посюда порванная была, трещина была. На прокладке она порванная была. И посюда горячий воздух с маслом выводила, и вот это сдулось.
Вот сторона, вот видите. При натяжении надо чуть-чуть слегка, наверное. Я вот это напильником уберу, наверное, чтобы касание нормально было. А то бугор такой стоит вот здесь вот. Соберу сейчас. Так, короче, здесь. О, радиатор печки протекает. А здесь окисление. Так, вот радиатор печки, она протекает, оказывается. Вот окисление везде. Это хреново. Так. Что делать? Она прямо вот отсюда. Из дна идет. И вот по соединителю. Здесь соединитель нормальный, я проверял. Здесь все сухо. Вот под радиатором она капает. Ну, не капает, а по-любому печка пострадала из-за чего-то окисления. Вот видите? Вот окисление. Она ржавая, наверное. Блин, что делать? Это хуёво. Так, я придумал все кустарно, что в кузов не сверлить. Короче, вот так. Подача идет сюда. Отсюда на родной печке обратка идет на подачу на задней печке. Вот идет. И обратка туда, обратно в двигатель идет. Я вот обратку спилил с той стороны. Вот как вот этот алюминиевый спилил. И одел, короче, так. Напильником, вот таким напильником спилил. И сзади, короче, по салону идет. И вот сюда в печку буду подключать. Печка китайская. Как-то так. Вот примерно по кустарному это. Короче. Не стал там кузов сверлить. Лучше так. Потом, если хочешь отключить, я вот это все убираю. Вот здесь режу и обратно на печку. Если что. Летом будет проблема, кажется. Не кажется, а здесь краны надо поставить, чтобы не циркулировало. Или вот здесь, или там, короче, сзади. Ну, попробую так сейчас. Так, печку подключил. Завел машину. Нигде не протекает. Родная помпа справляется. Греет. Но вот эта китайская печка, она, оказывается, плохо тепло рассеивает. Надо покупать, короче, медная трубка идет вот так. Здесь типа два ряда. Заходит антифриз. Круг делает и выходит. Она во время этого вот за 2 круга она тепло не дает. Рассеиватели вот так алюминиевые стоят. Очень мало их, короче. И тепло очень плохо передает. Надо, короче, 4 круга, чтобы было, кажется. 1, 2, 3, 4, как бы. Тогда хорошо будет греть. Ну, ремонт почти закончен. Сейчас соберу все. Вот это спрячу под поликами. И здесь, короче. Так. Регулятор скорости там я как бы так тумблер вот здесь сделал. А регулятор вот здесь. Она нигде не помещается. Изнутри она большая такая. Поэтому здесь сюда не лезет. Короче, я хотел вот сюда поставить, но она не лезет. Я вот сюда поставил. И типа контрагайки, болта у него не было. Я вот своего болта, короче, нашел по резьбе. Здесь мелкая резьба. Было бы аккуратно, закрутил бы, если вот это было бы болты, не гайки. Здесь крутилки тоже нет. Как так продали, я не знаю. Провода подключил. Здесь вот они на рацию как-то откуда-то взяли. Я вот сразу сюда подключил. Вот регулятор печки, вентилятор. Она нормально не греется. Все нормально. Провода медные, не китайские, нормальные медные, толстые. Не греется, нормально все будет. Вот это мне не нравится, но пускай так. Короче, декоративной шайбы нет, гайки нет. Крепить буду печку или не буду, я не знаю. Короче, хозяин сказал, что не надо крепить. Пускай она так сама по себе
Она же шататься будет, наверное. Короче, я хотел просверлить, но хозяин, нахуй не сверли, короче, кузов. Пускай так шатается, говорю. Сейчас салон соберу и кислородником лямбда-зондом буду заниматься вот этим. Денсовский Toyota Parts магазин. Жалко, что фишек нет. Когда-то делал на Mitsubishi Pajero бензиновом. Паста сюда. Подключу. Проверю сначала. Здесь на диагностике показывает второй датчик. Это первый стоит перед катализатором. А вот второй выход катализатора мерит. Вот это то работает, то не работает, короче. Если вот это вот первая пошла бы, она бензин намного больше бы жрала. А расход бензина нормальный. Вот. Ну, буду собирать салон. Ну, bu kamera bu da harap deydi. Да, биtti. Тугун бите алды зажигалка. Кислородный датчик. Лямбда зонд. Первый, второй. Bu spikra ustayacak da. Çoğu. Мehmetciğim. Ini gue lacet. Ini kolukta. Kamera pide iyi. Hemen ağlam ıstok var diyor. Ya istudun da. Датчик сток. Что тут стало таких типов? Че это тогда неинтересно, это вообще все знают. Ты вот? А то был датчик хадда халырдар. Что? Господи, это он обуданам караон. Какой неисправен караон. Потом его находишь, заменяешь на новый, все, в чем трабл. Ты же дар баси билбеттен. Туго. Канам баси лямбда-зонд туруру. Это бывает там, Первый, бывает там. второй день холоврарах цветы. Естественно, коллектор говорил. Только то халайна. Лямбда зонтунери. Расход тугунагар. Воздуха тахарын, выпускной коллектор-то. Он на катализатор через растанан тахудын хаиш. Чтобы не портить воздух. Да? Ол бараллыгын аны конечно. Короче, расход бензина и энергдан хазыр. Вот они. Первый и второй. Фен надо, Ну, я же тебе говорю. это фен. Куамба ты кайып, да? Усадка-то жабы. Притык олар хотя бы. Усадка вам. Короче, так. Автомайбат? Чекин кылып. Карызгалды. Бирогун жек тормар ойыпкалар. Кенер оғы кулбана деп блин касада камаран. Все проверим, как дует, как греет. О, бизге олбана жарга де. Так, я на заднем третьем ряду пассажирском, супруга за рулем, проверяем машину. Печка вот стоит, очень хорошо греет.
Владнар ого. Де? Владнардың да? Ага. Все да. Мандык нормально. Үрер. Бо. Все. Или... Чек не горит, Индия. Ага, чек до сих пор не горит. Значит, все нормально. Датчик проверяли. Первый, второй датчик снимал. Сначала второй снимал, потом новый датчик одевал, не реже провода. Сразу на фишку, как по регламенту. Потом заводил, чек горел. Потом на первую переключился. На первую тоже не реже проводы. Тоже подключал через фишку. И там все заработало. Кислородник первый отключился, ну, сломался, короче. А тогда, когда диагностики делали, второе сказали. А у меня первое показывает на АБД в телефоне. А в ноутбуке второй датчик сказали. Это как-то непонятно. Ну все, машина готова. Сейчас вот эти нужно доводчики поменять, переделывать, варить, не варить. Ну, как-то так еще с ними. Лампочка тахометра не горит, вообще не показывает. Только спидометр. И температурный. Вот эти тоже не горят. Чека нет. Дай машина. На боковых пленок нет, поэтому или двойных стекол. Зимой, наверное, будет утепляться. Мы почти приехали. Так, подъехали. Это наш гараж. Оно приехало, видите. Мордгерыште. Так, температура на улице минус 30, еще больше, наверное, где-то минус 33, где-то так. Это датчик аутсайда под бампером стоит. Поэтому двигатель чуть-чуть греет. Мы приехали. Боже, Богоме. Так, теперь доводчики задней двери. Это китайские. Они короче. Китайские без этого продаются. Без таких. И здесь переделывать надо, кажется. Горит. Вот угор это делал. Это вроде. Удивно, что программе тут. Единственное меха. Или Ипсон Кен не делал. Ты резал им это. Вот это вара. Ага. Ну, короче, эти не снимаются, оказывается. Их, наверное, не будем менять. Ой. Надо покупать контрактные. Или переделывать. Один раз переделать. И уже все, Ага. никогда. Оригинал уже контракт не светит. Он не Заварить, сядет просто. удлинить как бы. Но это не вариант. Это все равно зимой Не держит. не держит. Оно замерзает очень быстро. И бесполезно зимой менять. Тогда все, да? Ага. Ремонт закончен. Мгм. Ставьте лайки. Может, кому пригодится. Хотя бы что-то. Да. Це Всё. пока, Инди. До свидос. Ставьте лайки, подписывайтесь. О! Вообще красоты. Сломал, да? Мама, Харбата, я то никто у тебя ремонтироваться не будет.